В жизни каждой девушки, женщины, матери может настать такой момент, когда она останется с детьми или абсолютно одна на улице, без куска хлеба и без тех, кто может протянуть ей руку помощи. Многие, оказавшись в такой ситуации, просто понятия не имеют, куда идти и где найти приют. В течение 3 лет в Усть-Илимске реализуется программа Центра помощи семье и детям «Кризисная квартира». Подробнее о ее работе узнавала наш корреспондент. В нашем городе на данный момент существуют 2 квартиры, в которые могут найти приют люди, находящиеся в трудной жизненной ситуации. В Правобережье жилье предоставляют для выпускников соцучреждений или, проще говоря, приюта. А в Левобережье могут проживать абсолютно все – семьи, пожилые люди, мужчины и женщины. Ситуации, в которых обращаются за помощью, разные. Это конфликтные отношения между супругами, домашнее насилие и тиранство, когда нет ни копейки денег и некуда, и не к кому идти. Мы побывали в гостях у женщины, которая столкнулась с одной из них. Поругались с мужем очень сильно, разводимся, жить негде. Родственников, родителей у меня никого нет. Поэтому обратилась, раньше обращалась ранее в наш центр помощи семье и детям с каким-то там, помощью. Подсказали, они же мне подсказали, что есть что есть квартиры такие, подвешено, что это вообще лучше сделано, что есть. Что уже другое. Есть, да, такие квартиры, потому что в жизни ситуации бывают разные. Я с детьми, можно сказать, осталась на улице. Из-за разлада в семье Наталья вместе со своими девочками живет в кризисной квартире уже на протяжении 4 месяцев. За это время специалисты центра помогли ей устроиться на работу, детям в сад. Сейчас решается вопрос о переводе их в учреждение ближе к дому и работе мамы. В скором времени Наталья сможет самостоятельно снимать жилье. Вообще кризисная квартира дается на 3 месяца, но если за это время трудности не решены, то право проживать в ней продляется. Само название «кризисная квартира» вызывает не совсем положительные эмоции, но они поменялись после того, как мы перешагнули порог квартиры. Домашняя обстановка, порядок и чистота, а аромат свежеприготовленного обеда говорит о том, что мама с детьми чувствует себя здесь как дома. В ванной помогли сделать свеженький ремонт студенты местного техникума. Мебель, технику и посуду дали неравнодушные усть-илимцы. Да и сами квартиры – это собственность простых горожан, которые за оплату коммунальных услуг предоставили ее в пользование. За время работы кризисных квартир ими смогли воспользоваться 19 женщин, и у каждой из них абсолютно разные истории. Одной из них нам рассказала социальный педагог отделения помощи семье и детям Наталья Костылева. Нам обратили уже дважды такой опыт у нас есть. Обращаются выпускницы социальных учреждений, которые совершенно не умеют в жизни устроиться. И был такой момент, когда пришла девушка беременная, совершенно не приспособленная к жизни, но она получила, в 18 лет она уже была выпускницей учреждения, приехала на территорию Усть-Илима лишь только потому, что у нее здесь было закрепленное жилье. Но мы уже рассказывали этой девушке, когда мы пришли в квартиру, там было пусто совершенно, и она срок беременности 32 недели спала у батареи на пальто. Вода горячая была отключена, я у нее спрашивала, а как ты кушать варишь? Она говорила, из крана с горячей водой. А как ты чай пьешь? Тоже из крана с горячей водой. На тот момент даже было страшно подумать, как в жизни можно помочь этой девочке. В итоге родился здоровый малыш. Сегодня он уже ходит в детский сад. Специалисты помогли девушке приспособиться к жизни, восстановили паспорт, оформили субсидию на коммуналку. Программа «Кризисная квартира» в очередной раз доказывает, что мы со своими бедами не одиноки, и в любой ситуации вам готовы прийти на помощь. В свою очередь, специалисты центра обращаются к неравнодушным жителям нашего города с просьбой. Та девочка, о которой я вам сейчас рассказывала, очень нуждается. Ей нужен телевизор и диван, потому что 3 года назад мы ей дали вещи от населения уже ветхие. Она жалуется, что с ребенком они сейчас спят на полу. Нам нужен диван, нам нужен холодильник, нам нужен телевизор, бытовая техника. Если люди не знают, куда это деть и стоит где-то пылиться, мы найдем применение. У нас на патронате у меня 33 семьи, которые нуждаются.
Каждый, кто хочет оказать помощь, может обратиться в Центр помощи семье и детям по адресу Дружба народов 56. Справки по телефону 3 20 48. Алена Калько, Александр Килин. Информационная программа «Северный город».